Правительство Коми прорабатывает вопрос выдачи продуктовых наборов семьям с низким достатком. Такое поручение дал глава Коми во время оперативного совещания. Спектр вопросов, которые рассмотрел Кабинет министров, широкий. Это и поддержка бизнеса, и продуктовая безопасность, и пересмотр квот на вылов семги в Печоре. Обо всем по порядку. Любовь Лапина. Увеличены единовременные выплаты для индивидуальных предпринимателей. Освобождены от уплаты НДС гостиницы, а процедура оплат по госконтрактам упрощена. Сегодня для поддержания бизнеса в условиях санкций работает 30 мер финансовой поддержки. Правительству как российскому, так и региональному они обходятся в 6 миллиардов рублей. Одним из ключевых в плане является мероприятие, направленное на поддержку промышленных предприятий республики. В рамках ранее действующих программ Регионального фонда развития промышленности из дополнительно профинансированных в этом году 80 миллионов рублей уже выдано получателям. 232 миллиона рублей в виде субсидий пойдет на оздоровление Коми Автотранса. 150 миллионов республика выделяет на антикризисную программу «Промышленный оборот». 4 предприятия уже получили поддержку. Еще одна заявка на рассмотрение. При этом работа фонда, как отмечает Владимир Казаков, будет продолжена. Кроме того, правительство республики подало заявку Минпромторг России на декапитализацию регионального фонда в будущем году до 357 миллионов рублей. 100 из них на условиях софинансирования выделит Коми. Важно отметить, что с 1 июля смягчены условия декапитализации региональных фондов развития промышленности за счет федеральных средств. В частности, с помощью грантов региональных фондов развития предприятия могут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитам. Кроме этого, расширен перечень видов деятельности, по которым может оказываться поддержка. С 1 июля единовременные выплаты по социальному контракту, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства, увеличены на 100 тысяч рублей. Запускается и новая мера поддержки отечественных производителей комплектующих для автомобилей и сельхозтехники. Им субсидируют займы. Глава Коми призывает руководителей муниципалитетов доводить до малого и среднего бизнеса всю информацию о мерах поддержки. Меры поддержки просто колоссальные. И со стороны республики, и со стороны Российской Федерации. И важно, чтобы на вас не обрывалась информация, чтобы все доходило до предпринимателя, до индивидуального предприятия, до среднего, до малого. Но эту информацию нельзя замыкать и оставлять на себе. Поэтому, пожалуйста, Владимир Викторович, дайте сноску на эту информацию, а вы, уважаемые коллеги, доводите это до своих предпринимателей. Ну и вообще до руководителей сельских поселений, потому что они тоже должны быть в курсе этого. Что же до потребительского рынка? Ситуация стабильная, дефицита товаров нет, запасы торговли в достаточном объеме. Приступили к заготовке кормов абсолютно все районы и все хозяйства, включая северные. На сегодняшний день скошено 12 985 гектар, это 30% от запланированного. Грубых и сочных кормов заготовлено 53 800 тонн, это 33% от запланированного, а по сравнению с прошлым годом это 101% к уровню прошлого года, то есть мы идем чуть-чуть лучше, чем в прошлом году. В лидерах у нас районы Цицельский, Кайгородский и Карткеровский. А до конца июля межведомственная рабочая группа по вопросам охраны водных биологических ресурсов бассейна реки Печора должна выработать согласованное предложение по пересмотру квот на вылов семги в Коми и НАО. Ранее Владимир Уйба озвучил вопрос на совещании в Москве. Вы знаете, что сегодня это соотношение 85 у НАО, 15 в Республике Коми, что вообще не соответствует ничему. Никакой логике, ни по количеству проживающих людей, которые живут рекой, да, это 230 тысяч у нас населения Республики Коми, которое действительно живет около реки и живет рекой. Против 44, как вы знаете, всего населения Республики НАО. Да? Ну и 1500 километров реки Печоры в Республике Коми, 200 километров в НАО. Но даже дело не в километрах, а в том, что все нерестовые участки находятся на территории Республики Коми. По мнению главы, нужно соблюсти паритет 50 на 50. И самое главное – увеличить количество пропускных дней, чтобы рыба заходила на нерест в нашу республику. Пока такой день один. И это приводит к тому, что поголовье семги сокращается. От вопросов продовольственной безопасности к ценам на продукты. Владимир Уйба отмечает, есть рост на товары первой необходимости. Я понимаю, что мы дефицит преодолели по основным группам товара, но мне постоянно пишут, что люди жалуются на цены именно на товары первой необходимости. Я не говорю об автомобилях, там, аудио-видеотехнике. Именно
товары первой необходимости. Я все-таки, Владимир Николаевич, прошу систематизировать эту работу. Тем более у нас есть прямое поручение президента оказывать точную помощь, президента России Владимира Владимировича Путина, оказывать точную помощь людям в нужде, которые с низким прожиточным минимумом, многодетные и так далее. То есть надо все-таки посмотреть, сколько у нас реально там семей, которые по сути бедствуют. Да, мне написала семья, женщина, что 7 детей у них, по-моему, я вам сбрасывал ее, и они в день сегодня тратят 2000, чтобы только прокормить. А она говорит, у меня зарплата 40. Такие семьи республика должна поддержать, отмечает глава, и поручает проработать вопрос региональному Минсоцтруду. Мы проведем анализ, значит, надо понимать, брать ли многодетных семей, либо брать действительно по среднему душевому доходу, но из числа малоимущих. Поэтому мы берем это поручение на себя, все проанализируем и Владимиру Викторовичу предложим. Помочь таким семьям можно продуктовыми наборами, а закупать товары для них можно было бы как раз у местных производителей. Молоко, хлеб, овощи – все это нужно ежедневно. А потому важно еще и выстроить логистическую цепочку. Кто, как и когда будет выдавать семьям такие наборы. Тем более в отдаленных селах и деревнях. Любовь Лапина, телеканал Юрган.